Но на каком-то этапе мы, скажем так, повелись, потому что когда была комиссия, совместная комиссия, ну, в которой, собственно, мы еще участвуем, между парламентом и депутатами Народного собрания, и нас убедили, вернее, что те требования, которые мы предъявляли, ну, я не берусь на этом этапе именно по представительству в парламенте, но основные положения были обещаны, что парламент делает все для того, чтобы принять их до парламентских выборов, то есть до 30 ноября. Ну и коль был диалог, всегда все эти встречи проходили, вся эта работа проходила при посредничестве ОБСЕ, у нас не было, как бы ничто не предвещало, что нас реально просто обманут. И уже и говорили об этом, что привлекали, обращались и в разные посольства, в том числе, значит, участвовал активно и посол Евросоюза господин Топиола, который также заверял, что они все сделают для того, чтобы до парламентских выборов ряд законодательных инициатив, которые мы продвинули, чтобы парламент все-таки принял. И сегодня мы видим, что, с сожалением, приходится констатировать тот факт, что нас открыто просто обманули. На этом этапе нас просто обманули. Пару месяцев назад парламент, как вы помните, выдали, значит, законопроект, 20 законопроектов, изменения, которые они хотели принять, приняли в первом чтении. Абсолютно эти законопроекты мы с ними не обсуждали, и получается, что мы полгода с ними ругались, обсуждали, бодались, а результатом выдали они то, что они хотят выдать. Инициативу Дьякова. Инициатива Дьякова, да. Плюс мы предполагали, что в сентябре месяце, если нам не удастся договориться с депутатами парламента, мы поставим вопрос о проведении референдума на территории Гагаузии где-то ориентировочно в сентябре о целесообразности проведения парламентских выборов. Но если брать, с чего я начал, с конца прошлого года, большинство депутатов в принципе поддерживали эту идею, мы ее никому не навязывали, то есть мы дали возможность, чтобы люди ее могли осмыслить, обсудить. И то поближе к концу лета мы поняли, что, к великому сожалению, больше половины депутатов эту идею не поддерживает. Более того, часть представителей, ну, политических лидеров, так назовем, гагаузских, они четко обозначили, что хотят быть в парламенте по спискам. И, соответственно, значит, здесь была опасность, что мы своим решением могли бы противопоставить народ Гагаузии. Поэтому мы отступили на этом этапе от этой идеи, чтобы просто не было чисто конфликта, потому что Гагаузия и так, она изнутри за счет той политической системы, которую внедрили с 1995 года на территории Гагаузии, она очень сильно растянута по сторонам, словно как в басне Крылова, как воз тянут лебедь, рак и щука, точно так же и у нас. Поэтому считаю, что мы момент упустили, и с одной стороны очень жаль, но тем не менее, чтобы не пороть горячку, мы, повторюсь, отступили от этой идеи на этом этапе. И после парламентских выборов, когда уже сформируется парламент, мы намерены, значит, идти, опять же, единым фронтом по законодательным инициативам, которые необходимы, жизненно необходимы для Гагаузии. Очень хотелось бы, чтобы все-таки у нас, очень, по крайней мере, надеемся на то, что изменится ситуация, что все-таки сможем мы докричаться, достучаться и до еврочиновников, которые, собственно, вроде бы нас поддерживают, но на деле ничего не доказали в нашу пользу.